Надзор за землями сельхозназначения – одно из направлений деятельности регионального Россельхознадзора. Проведенные 90 проверок из запланированных 130 выявили 3 несанкционированных карьера и 5 свалок. 2 мусорных полигона, занимавших почти 3 гектара, уже ликвидированы. Кроме того, предприняты шаги по усилению муниципального надзора. Все свалки, которые раньше наблюдались на территории Республики Ингушетия, они кратно уменьшились за последние буквально несколько лет. Там 4 года последние возьмем, вот до 5 последних лет, то, что раньше было 5 лет назад, и вот за этот период, который сегодня у нас, на сегодняшний день это все видно. И вот эти спорадические случаи, все равно, которые имеются, захламление земель сельхозназначения, уже главы администрации муниципальных образований сами обращаются. Если раньше мы выезжали на место и привлекали к ответственности глав муниципальных образований, то те штрафные санкции, которые имеются на сегодняшний день, там до 700 тысяч рублей, то они уже чувствительно бьются по их карману, и, соответственно, им приходится отвечать за эти денежные средства перед главой республики. Ежеквартальная оценка результатов правоприменительной практики – один из методов профилактики нарушений. Это позволяет, во-первых, минимизировать ущерб природе и здоровью человека, во-вторых, снизить административную нагрузку на предприятия за счет самостоятельного устранения нарушений без проведения ревизии. Данное мероприятие посвящено тому, чтобы правоприменительная практика, проводящая та позиция управлением, была правильная, не нарушая никаких законодательных нормативных баз, исполнение всех федеральных законодательных норм и требований закона. Публичные выступления, которые сегодня мы проводим, они еще и нужны для того, чтобы разъяснить людям, какие законы изменились, какие законы вступили в силу, какие штрафные санкции увеличились, какие изменения есть в законодательстве, что им необходимо делать. Отделом фитосанитарного надзора обследовано 8,5 тысяч гектаров земли на фитосанитарное состояние. Около 2000 образцов отправлено в Кабардино-Балкарский референтный центр. Из них выявляемость составила почти 70%. На территории муниципальных образований ведется скашивание сорных растений, но на территории крестьянских фермерских хозяйств и государственных унитарных предприятий после озимой пшеницы массово появляются сорные растения, особенно амброзия полнолистная. Вот самое грубое нарушение, которое допускает в области карантина растений. Что касается ветеринарного надзора, названы 8 самых частых нарушений в этой сфере, выявляемых при проверках. Нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания и разведения сельскохозяйственных животных и птицы. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Нарушение правил карантина животных. Перевозка животных без ветеринарных сопроводительных документов. Участники публичного обсуждения также не упустили возможность задать интересующие вопросы касаемо правоприменительной практики. Кто не смог принять участие в обсуждении, могут ознакомиться с докладами и любой другой информацией на сайте управления. Залина Могушкова, Мэрбек Миржоев, Новости 24.